Всем привет! Мы начинаем новое шоу. Ну как шоу? Посмотрим, что из этого выйдет, но оно называется «Сандра». Это название нам подсказала Нина Александровна Обрезкова, и хочется вам представить сегодняшних наших девчонок. Наташа Шахова, но ее оставим на десерт. Психолог Христина Кипрушева. Нет, это у нас не показмут, это у нас будет такой вот психологический гость. Да. Видеорежиссер Вероника Тарзян. Как говорится, не получилось за кадром, да? Хоть в кадре попробую. Телеведущая канала Юрган Алена Терентьева. Да. Алена решила стать известной, поэтому она пришла на шоу «Сандра». Наконец-то. И Наталья Алексеевна Шахова. Дубль 2. Да, Наташа всегда удивляется, ну почему же так, вроде я такой милый, бесконечно справедливый и добрый человек, но это вы узнаете на протяжении всей нашей программы, какая же у Наташи добрая душа. Девчонки, я предлагаю вам сегодня, нам всем поговорить на тему терпения, нужно ли оно, где мы терпим, где оно необходимо, и здесь можно плакать, здесь можно смеяться, и мы будем говорить на темы, которые касаются, наверное, каждого. Очень часто на работе ты можешь слышать слова, что люди недовольны тем, где они работают, с кем, что они делают, но при этом люди продолжают это делать и терпят по каким-либо причинам. Нужно ли это делать, нужно ли какой-то шаг совершать в неизвестность, либо же нужно подстраховываться и только тогда уходить? И где эта грань, когда ты терпишь, либо же нужно менять что-то, какое-то свое отношение к этому делу в своей жизни? Мне кажется, это у нас менталитет национальный, то есть мы же все время терпим, нас же с детства учат терпеть. Ну, то есть вот такие безобидные ситуации, ребенок говорит: мама, там у меня где-то болит, мама, я хочу в туалет, терпи, потерпи. Мне кажется, это вот закладывается вот так. Нет? Ну, закладывается, да, вот мне кажется. Но нужно ли терпеть? Ну, я бы сказала, конечно же, нет. Но нужно ли готовиться прежде, чем что-то менять? Да. Потому что, опять же, да, чаще всего люди, допустим, терпят нелюбимую работу, ну хорошо, но человек не может уйти резко, потому что у него кредиты, ипотеки, дети, да, у него ответственности какие-то. Да, конечно, может быть, он перепутал с профессией, да, потому что, опять же, выбирал в детстве, в молодости, еще не понимал себя, но это в то же время не означает, что он должен теперь терпеть до конца своих дней из-за одной своей какой-то ошибки. А вот если, например, это отношения, где муж с женой, и жена терпит своего мужика, нужно ли ей найти для начала другого мужика, чтобы уйти от первого мужика? Но бывает ведь и обратная ситуация, когда мужья терпят свою жену. Да, давайте да, это тоже разберем. Мне кажется, вообще надо быть достаточно сильным человеком, чтобы не терпеть. Вот то, что Кристина говорила, надо быть подготовленным, потому что вот тот же муж или жена терпит, это же зависимость еще. Если жена зависит от мужа, там, я не знаю, сотрудник зависит от работодателя, он терпит. Чтобы не терпеть, это надо иметь какую-то подушку безопасности. Я даже не про финансовую, а вообще про эмоциональную. Слушайте, мне кажется, что терпение просто типа такое понятие, которое очень завязано с балансом еще. Просто понятие терпения, оно как бы не отрицательное, не положительное, да? Оно может уходить в отрицательное, когда чаша переполнена, но оно же может быть и очень клевым качеством, да, для человека, который умеет терпеть, там, выждать, да, умеет там стратегии свои придерживаться, несмотря на трудности. Зависит, наверное, от ситуации. Вообще терпение такая, двусмысленное при этом понятие получается. Ну, как бы, как может и загрубить жизнь человека, так и наоборот вывести его как бы, на какой-то уровень, если он вытерпит как бы сложности. Вы терпите сейчас что-то в жизни или терпели? Есть у вас эти ситуации? Я бы хотела добавить по поводу работы и по поводу личных отношений. Если человек, вот ты говоришь, терпит, но мне кажется, не всегда же он терпит, иногда он просто адекватно оценивает себя, например. Он понимает, что на другую работу, там, более высокооплачиваемую, более интересную, у него просто, ну, извините, мозгов не хватает, умений не хватает. Вроде я такой милый, добрый. Человек оценивает себя и понимает, что вот он не готов потерять эту работу, потому что не 100%, что он пойдет там к другому работодателю, и он ему скажет: звезда моя, я вот только тебя и ждал. Нет, этого не будет. Уже про самооценку. Есть вопросы самооценки, но есть такое выражение: если у нас чего-то нет, может, нам это и не надо.
Если человек не делает каких-то шагов, чтобы исправить свое социальное положение, найти другую работу, найти другого молодого человека, там, мужа, жену, значит, ему что-то комфортно здесь и что-то его держит. Но опять же, да, вот эта вот привычка, потому что именно привычно у нас психика очень быстро ко всему привыкает, вообще к любой ситуации. И к хорошему, да, вот говорят, быстро привыкают, но и к плохому-то как бы тоже. Это все вообще одинаково, тут не зависит, как бы хорошее, плохое. Психика все равно быстро адаптируется. И, следовательно, человеку всегда очень страшно идти в неизвестность, это нормально, это тревога, да, наша вот опять же врожденная, но все-таки, вот лично мой, например, взгляд, то, что терпеть, конкретно вот это слово терпеть, мне вообще не нравится. То есть оно лично для меня имеет уже сразу же негативный окрас. Про преодоление, например, да, вот которое ты говорила, тут, да, я согласна, допустим, где-то там поднажать, где-то что-то вот такое сделать. Нет, смотри, есть, например, там, терпение и труд все перетрут. Там, из Библии, да, Бог терпел, там, и нам велел. Я даже помню, когда мне учительница написала в тетради терпение и труд все перетрут, прям красной пастой, типа, что-то я там не то сделала. То есть это же нам с детства прививается как положительная, да, какая-то черта характера. Понятно, что когда ты терпишь, например, тебя бьет муж, и ты это терпишь, это как бы одна история. Когда ты, например, терпишь трудности какие-нибудь, типа, выдерживаешь их и добиваешься результата, это другая. Я просто, Света видимо, спросила, к просто к терпению, этому. я не могу долго терпеть, потому что я росла в деревне и видела много семей, в которых женщины, ну, как правило, там насилие какое-то домашнее от мужчин исходит. От этого они все становятся несчастными, жалуются на жизнь. И при этом, когда у женщины появляется возможность уехать, никто из них не уезжает. И у меня, видимо, вот как раз таки из детства, я не могу терпеть. То есть я часто меняю работу, мне когда становится неинтересно, скучно, ну все, я чувствую, что я начинаю терпеть, я пора, и я сваливаю. И из отношений тоже. Ну, опять-таки, ты считаешь, что это положительно? Да, потому что ты меняешь род деятельности, ты какие-то новые сферы для себя узнаешь, и жизнь становится интересной, она насыщенная. То есть мне важно, чтобы жизнь была праздником, а вот не там про терпение. Это, мне кажется, от скукоту. темперамента еще же тоже идет. То есть кому-то вот комфортно, вот это стабильная какая-то, да, более история, там, стабильная работа, там, на которой 40 лет человек работает, стабильные отношения и так далее. А кто-то может вот так вот хлопать дверью, уходить легко, там, из работ, с отношений, там, с дружбы, откуда угодно. И ему это комфортно. Это же про темперамент, наверное, тоже, нет? Ну тут да, но Весьма. тут опять же, да, вот если человек сам стремится к стабильности, тогда ему это и нравится, он обычно и не терпит, то есть он и как будто бы и не хочет большего, ему вот нравится вот эта работа, да, может быть тут не миллионы я зарабатываю, но мне нравится, и мне это комфортно, стабильно, привычно. То есть он, по сути, в эти-то моменты не терпит, для него это просто норма, а вот его сосед, например, будет смотреть и говорить, нет, ужас, да, вот Он я бы терпит. в этой ситуации, я бы уже там как бы был крайне недоволен. Ну, тут, наверное, надо еще различать терпение, как преодоление, то, что мы говорили, и быть терпилой. То есть терпила — это жертва, по сути. Мне еще кажется, что мы порой забываем спрашивать у самих себя, счастлив ли я в том, что я делаю. Это вот еще к мальчикам относится, мальчиков строже воспитывают, и в детстве им говорят, ты мальчик, да, ты там должен терпеть, ты должен уступать, ты должен вот это сделать, ты не должен плакать. Есть мужчины, у которых я спрашиваю, ты счастлив? Он просто говорит, ну вот я работаю. Он говорит, слушай, ну, Света, я не задаюсь этим вопросом, я просто делаю то, что мне надо. Ну, а как ты, там, удовольствие, там, процесс. Ну, праздник, ты хочешь жить как праздник, типа? Да. Все просто так хотят. Мне кажется, просто каждая история терпения, она все-таки индивидуальна. И здесь и про гендерные различия, и различия воспитания, различия даже в национальности, Да. различия Характер. в социуме, где человек вырос. И я бы не сказала, что, например, парни дольше готовы терпеть что-то в свой адрес. Мне кажется, мужчины в этом плане, наоборот, более свободны, тоже так кажется. чем женщины. Еще знаете, вот по поводу терпения. Я была в отношениях с молодым человеком, мы с ним были 3 года. И я так хотела быть хорошей женой, хорошей девочкой, хорошей хозяйкой, что, ну, какие-то, ну, знаете... Даже научилась готовить яичницу, да? Да, я даже ему торт приготовила на день рождения, но я... Коржики купила, сгущенкой такая намазала и, пожалуйста. Нет? Хорошо, что я держу руку, да. Показать шрам. И
у меня остался шрам. Я готовила этот торт весь вечер, и там он пришел, все, я думаю, ну сейчас он поест там вот этот кусочек. И он не поел, потому что он сказал: Свет, я не хочу сейчас торт. И это нормально, да, что человек не хочет, ну просто вот так. Но мне было так сильно обидно, но я ничего не проговаривала, потому что почему? Потому что хорошая жена, она терпит. Она ничего не Откуда говорит. шрам лучше говори? Я обожглась, пока торт готовила. Я думала, там поносовщина. Как Ну, ты? хорошо. Просто про терпение тема. Ты обожглась, пока готова. Но это тебе урок, значит, на всю жизнь. Да, ну и вообще в отношениях было много моментов, в которых, ну, вообще по-правильному было бы сказать: вот так не делай, мне так не нравится, или меня сейчас это злит, ну там я раздражаюсь, все что угодно могла говорить, потому что это были эмоции. Но я закапывала это все в себе, ну и просто типа, ну вот так, как бы. Не надо выражать ее, зачем вот это буйство красок, эмоций. И мы расстались, потому что я просто не выдержала и ушла. Он говорит: ты можешь сказать причину? Я говорю: я не могу. Ты не съел мой торт. А я не смогла, потому что меня, ну, просто внутри что-то взорвалось, и ты не понимаешь. Там ты уже не такой смогла список у тебя, Да. наверное. Да, и там ты как бы уже не разбираешься, Да. из чего у тебя все это произошло. Поэтому терпеть не надо. Ну, это потому что нас не учат с детства говорить, нас учат вот в школе, да? Руки подними, если тебя не спросили, не отвечай. Выскочка там, еще что-то. И, наверное, это и формирует нас. Мы не умеем проговаривать то, что нас не устраивает. То есть мы просто молчим. Человек же должен догадаться по моему там недовольному лицу. Сильному ожогу. На самом деле глобальная проблема не только там для девушек или для парней, это глобальная проблема для всего общества, в том вообще в целом для страны. Такой социальный эксперимент я делаю в магазинах. Иногда стоишь, здесь полка, здесь полка, и за тобой стоит, например, женщина, она будет пыхтеть полчаса и не скажет: девушка, можно я пройду? А я вижу, что она не может пройти, и я дождусь этих слов, чтобы ты Вот эти научилась люди в говорить. магазине, которые это делают. Вроде я такой милый, бесконечно да. добрый, Нет. справедливый Нет, человек. подожди. Почему же так? Когда мне, например, нужно пройти, я всегда там говорю: женщина, можно я пройду? Там, мужчина, можно я пройду? Недавно буквально был случай с моей подругой, с Викой Габовой. Так получилось, что свободное место было на одном месте, свободное место на другом месте. И я просто договорила женщине, сказала: а можем мы с вами поменяться местами, чтобы я могла сидеть со своей подругой? И женщина говорит: да, конечно. И мне Вика говорит: а что, так можно было? Я говорю: ну, конечно, нам же долго ехать, мы с тобой там поболтаем. И это уже воспринималось как что-то: ну ты что, нет, согласно купленным билетам, сел и все. Сиди на своем месте. И я очень благодарна своему преподавателю в СГУ, Светлана Леонидовна Колосова. У нее были очень крутые лекции, у нее были очень крутые пары. И она говорила: если ваш муж не выносит мусорку, и вы на него злитесь, это не муж виноват, это вы виноваты, потому что вы не говорите ему: дорогой, пожалуйста, вынеси мусор, мне будет А приятно. если вы ему говорите постоянно, например? А Вот если- там 3 раза в день, например, ты ему говоришь, да, а он все равно не выносит. Она объясняла? Я думаю, что вода камень Надо точит. вынести мужа уже. Просто если периодически вот закладывать эту программу, что распределение обязанностей по дому, я мою посуду, ты выносишь мусор, это нормальное распределение обязанностей. Понятно, что если все сидели дома, да, никто не работал, то можно было на женские плечи свалить больше домашних обязанностей. А если вы зарабатываете каждый на работе, то почему нет? Сядьте, договоритесь. Вот по поводу обязанностей дома. История. Она стала показательной для меня, наверное. Мне мой друг, он сказал, что я хреново мою посуду. Это тот же самый или другой? Это другой. Он вам сказал. Это просто друг. Ну, Друг просто. да. Он говорит: ты, ну он не сказал хреново, он сказал: ты помыла посуду. Ну, хорошо. Тогда ее и не будет в твоем доме, и разбила эту посуду. Слушай, ты была в гостях у своего друга, просто друг. Ну да, Помыла у него посуду, он Да. еще сказал, что ты ее разбила. да. Какое отношение? Со смаком. Прям вот одну за другой. И на следующее утро от него приходит сообщение: ты как себя чувствуешь? Там, ты, говорит, осторожнее ходи по полу, потому что там еще есть осколки.
Я говорю, хорошо, можно я не буду извиняться за посуду? Он говорит, можно. Я говорю, еще у тебя тут блокнот взяла, и мне надо к коми-стендапу готовиться. А я смотрю, блокнот такой красивый вообще. Я вытащила его, расписала, там монолог пишу, и потом пишу, ты ненавидишь меня? Он говорит, ненавижу тебя, сука. Это мой любимый блокнот. Я говорю, что ж тогда в нем ни одной буковки нет, ни одной строчки не расписано? Он говорит, я его берег. Я говорю, для кого? Вот это я понимаю. Да, у меня тоже есть такие блокноты. 150 Да. штук. Мне 10 лет назад подарили блокнотик с маленьким принцем. Он мне так нравится, что он до сих пор лежит на полке. Я обожаю блокноты, да. Но чем это же закончилось-то? так красиво, Все? конечно. Он прислал смс какой-то. Чем закончилось? Да. Он переехал в другой город, чтобы ее не видеть. Мысль этой истории. Нет, чем закончилось, он пришел с работы, и я сидела на диване, и он открывает дверь, и он такой, ты что, еще не дома? Я говорю, я тебя люблю. Он говорит, ужин приготовила, говорит, с другом по телефону разговаривает. Он говорит, конечно, какой она ужин приготовила. Она говорит, ну ты поела все. А я и правда, я там вытащила себе салат на целый день, там включила женский стендап и очень круто провела время. Поела, посуду разбила и Ты ушла. блокнот отобрала еще. И блокнот еще. Ты прям как Машенька. Ты варвар просто. А он медведь. В следующий раз, когда мне Света напишет, можно я к тебе приду в гости? Я такая, нет. Нет, это точно всё. Нет, ты точка вся. Оказывается, реально бить тарелки очень круто, эмоционально. Ты как будто бы отбрасываешь какую-то свою агрессию. Мне очень понравилось. Я думаю, Бумагу рвать тоже, говорят, клево. А что психологи по этому поводу говорят? Да. Нормально ли, Света? Это- Как это ты нормально. думаешь? Не, можно, конечно, бить тарелки, но желательно свои. Потому что это уже как бы, нарушение границ, да, тут ничего не скажешь. Звоночек. Ну да, рвать бумагу. Вообще любые физические проявления как раз-таки помогают для выброса агрессии. Но насилие к другим мы не применяем. Бегать, пожалуйста, бить подушки, Ну, пожалуйста. не людей, то есть. да? Нет, нет. И Вика не такая, живых не людей, то есть. Я Обидненько. поняла идею. Мне не нравится ваша методика работы. А еще, знаете, мне кажется, что мы не очень умеем проявлять злость в повседневной жизни, потому что нам кажется, что отношения сейчас разрушатся любые, дружеские, рабочие. Мне пришлось учиться для того, чтобы прям свободно выражать и говорить, слушай, мне вообще так не нравится, не делай так, и проговаривать, что я сейчас злюсь, и можешь, пожалуйста, меня не трогать, потому что до этого мне казалось, что если я скажу, что не делай так, то я буду какой-то плохой и неудобной, а оказывается, неудобной очень даже хорошо быть. Ну да, Ну мне и кажется, вообще вообще люди тоже. клевые, они прикольные, когда они злятся. То есть это такое, на самом деле, качество. Ну, оно такое у нас отрицательно так окрашено вообще, да, в обществе. Типа, он злой, посмотрите на него. Ну, и со сказок, наверное, может быть, даже с детства, да, идет какое-то, что есть злой герой, есть плохой герой. На самом деле, злость — клевое качество. Оно клевое тем, что оно очень крутое топливо, например, для действий каких-то. Ну, вот я, по крайней мере, по себе знаю, что я когда злюсь, например, особенно меня какие-нибудь заказчики бесят, например, я могу прийти супер быстро сделать какое-то дело, например, которое откладывала долго, вот на этой энергии злости. Ну, это, злость, наверное, чтобы агрессия — просто это разные быстрее вещи. избавиться от этого. Ну, А наверное. чем отличается злость от агрессии? Злость — это вот как раз-таки, да, это то, что можно направить на какую-то деятельность. Агрессия — это обычно направленность на что-то, на кого-то, то есть на другого. А злость — это то, что наверное, можно проявление использовать. злости. Да, но агрессия — это стрёмно. Нет, да, это очень агрессия — это вообще отдельная история. Вот у нас есть, допустим, раздражение, это первый уровень, да, потом злость, потом ярость. То есть это вот как наращивается вот эта вот эмоция. А агрессия — это уже про насилие, то есть это вообще отдельная коробочка. Мне кажется, в следующую передачу нам нужно купить такие кресла-качалки. У Кристины будет нормально, а мы такие на кресло-качалке. И она нас будет лечить. А вообще хочется следующую тему, знаете, какую раскрыть? По поводу пластических операций. То есть терпеть большой нос или делать пластическую операцию? Мне кажется, что это вопрос с принятием. Вот, Христина, вот скажи, пожалуйста, а вот нарощенные ресницы, это про красоту, про непринятие себя или про то, что ты можешь быть кем угодно в этой жизни? Может, она просто фанат братьев Гримм.
Ресничками и взлетай. Но тут сюда же входит макияжный Да, продукт, да, да. то есть вот яркие губы, яркие глаза, там, яркая одежда, что это такое тогда? Это про непринятие себя или про принятие себя? То есть, опять же, да, у нас вот есть бодипозитив, когда человек, допустим, ну, скажем так, где-то не убирает какие-то волосы, да, это, конечно, личное дело каждого, но кто-то это не делает специально, чтобы вот показать, что я Что принимаю это себя. мой протест. Да, я принимаю себя, посмотрите. То есть вот если это так, с каким-то надрывом, тогда даже нарощенные ресницы, они могут быть в какой-то степени про непринятие себя. Но если это заботой, так скажем, о себе, да, это немножечко другая история. Но опять же, пластические все-таки операции тут нужно посмотреть, потому что чаще всего, допустим, девушки, да, они увеличивают губы. Ну, это классическая такая история. Обычно человек вот увеличил на какое-то количество, проходит время, ему недостаточно, он еще хочет, и еще, и еще, и еще. То есть это как раз-таки про непринятие себя, то есть человек изначально, ему не нравилось, вот ему казалось, вот я сейчас увеличу губы, и я себя как полюблю, увеличил недостаточно, надо еще увеличить. Да, то есть вот он пытается полюбить себя через размер губ, но это у него не получается сделать. Ай, видит Бог, я не хотела, правда. Но я делала эксперименты над собой, и я переставала убирать газон на своем теле. Мне было интересно, что из этого получится. Ну, я поняла, что мне и так просто окей, и нормально, и, блин, это даже красиво мне. Ты просто внутри себя что-то изучаешь, какие-то процессы. Но я помню, эта история была несколько лет назад в Сочи, я пошла на пляж, и мне было так стрёмно, мне казалось, что весь пляж смотрит на меня, что они видят и думают, о боже, что за свинья вообще пришла на пляж. Но по факту всем было пофигу на меня. Ну, это потому что ты об этом думала. Это, наверное, из серии, что подумают люди. Да. Потому что мы же очень часто думаем, ну, вот мы даже слышим это, а что люди скажут? Ну, по сути-то людям наплевать Да, на людям тебя. пофигу друг Да, другу вообще. да. Но- Это же у нас в голове все сидит. То есть ходи как хочешь. Вот Тебе так. кажется, что ты как-то не так выглядишь, и как будто бы все это, ну, вот тут вот Да, прежде да, всего, да, а конечно. не от веса. Так это все еще раз доказывает, что это вообще не коррелируемые вещи, типа твой вес, твоя внешность и твое внутреннее состояние. То есть, если ты красивый, у тебя все клево с внешностью, у тебя далеко не значит, что ты будешь счастливым и довольным жизнью. Может быть, Христина, ты скажешь советы нашим зрителям, женщинам, девочкам по поводу терпения? Нужно ли терпеть? Сколько можно? Если это можно. Нужно ли обезопасить себя другим мужчиной? Все-таки ты не ответила на вопросы. Если с работой мы еще решили, что нам нужно обезопасить себя, если мы терпим работу, что делать в отношениях? Нужно ли искать другую Ну, вообще, платформу? это получается максимально как-то несправедливо, нечестно, да, то есть это нездоровая история, когда, ладно, Вася, посиди пока, сейчас я найду другого Васю, если что, уйду, если не найду, останусь с тобой, то есть это как-то некрасиво. Так мы не делаем. Потому что если женщина не может провести, получается, как будто бы вообще период жизни без мужчины, то есть мне надо срочно, этот мужчина у меня сейчас закончится, да, мне надо срочно следующего уже искать. То есть тут опять же вопросики к ней, почему она не может находиться вообще без отношений. То есть, следовательно, ей нужно какую-то безопасность внутри вообще-то желательно для себя построить. То есть что конкретно я от этого мужчины ищу? У меня денег нету, поэтому я с мужчиной как бы встречаюсь и боюсь его потерять, потому что я без денег останусь. Тогда что мне надо делать? Зарабатывать. Или я чувствую себя одинокой, беспомощной, что я ничего не смогу даже, не знаю, квартплату оплатить, да, без мужчин. Тогда мне надо научиться квартплату оплачивать. То есть нужно посмотреть, что конкретно там этот мужчина закрывает, почему я так боюсь его потерять, какую конкретно типа безопасность он закрывает. Вообще, когда мужчины вот используют для, скажем так, закрытия каких-то своих потребностей, это сразу же зависимые отношения, во-первых, а во-вторых, вдруг будет что-то такое, что вам будет очень сильно не нравиться, но вы не сможете уйти, потому что денег нет. Очень много таких историй. Допустим, мужчины действительно вот насилие, да, применяют, как бы очень много у нас этого в примерах, но женщина не уходит, потому что денег, нет. Она бы ушла, но у меня нету жилья, у меня нету денег, у меня 3 детей, как я их должна кормить? У меня образование там когда-то, я уже работала, неизвестно когда. Что в этом случае делать? Терпеть? Нет, в этом случае как раз-таки, да, нужно смотреть. У меня денег нету, хорошо.
Может быть, я устроюсь где-то на подработку. Может быть, я где-то буду пытаться, по крайней мере, накапливать. Вот, допустим, когда женщины вот приходят с темой ухода от мужа-насильника, чаще всего это как раз-таки зависимость вообще полнейшая, эмоциональная и финансовая в том числе. И мы всегда начинаем с финансов. То есть ты для начала начни, пожалуйста, деньги копить, потому что ты реально уйдешь от него. Где ты будешь жить? У тебя нет жилья. У тебя нету денег, ты не сможешь купить еду, у тебя ребенок, да, то есть сначала эти моменты мы все базовые такие решаем, и потом уже там эмоциональная независимость, пожалуйста, да, работай с психологом и так далее, это уже потихонечку все. Ну, что касается помощи женщинам, я вот сейчас очень рада, что в России тоже развивается это движение. Центры помощи женщинам, куда женщины могут обратиться, им дают жилье, им дают какие-то там первоначальные небольшие компенсации, чтобы могли наладить свой быт. А по У нас, поводу... кстати, в Сыктывкаре тоже есть Тоже такие есть такой центр. да. И хотела тебе еще сказать, когда вот ты думаешь, ой, этот мне не нравится, давай-ка я другого найду. А ты поставь на его место, что ты вот запасной Я выбираю. аэродромчик, да, и он такой тебе говорит, Светка. Нет, я так не думаю. Если отношения перестают быть для меня праздником, адьос. Ну, как ты хочешь постоянно жить с праздником? Он же приедается. Что для тебя значит праздник? Праздник, ну это Про когда настроение ты... или это Про какие-то настроение, события да, слышишь? про настроение, про то, что ты чувствуешь себя счастливой. А ты знаешь, что тебе- настроение в семье женщины создает? А если с утра шампанское? Это мой любимый день. Да. Я просто, знаете, как думаю, Мне что- кажется, Света, можно я тебя Да, прерву? Да. Мне кажется, если у тебя хорошая работа, которая тебе нравится, и она тебя удовлетворяет морально и финансово, да, потому что когда у тебя клевая работа, когда хороший коллектив, у тебя хорошие друзья, дома все хорошо, мне кажется, это как ежедневный праздник. Конечно. Да, да. Мы тоже можем делать работу. У нас есть режиссер, есть видеооператоры, есть креативные продюсеры, и мы можем делать рекламные ролики, мы можем делать рекламу для ваших продуктов, и я думаю, что мы даже можем выставлять какие-либо продукты прямо на стол. Для того, Да, мы, чтобы кстати, готовы отрекламировать попробовать. вашу продукцию. Девочки, спасибо вам за то, что мы обсудили важные темы. Я надеюсь, что зрители, вы тоже нашли для себя ответы на некоторые вопросы. Пишите в комментариях, как вам выпуск, что вам больше всего понравилось. Может быть, у вас есть какие-то темы, которые вы хотите, чтобы мы раскрыли на следующих эфирах. Все пишите. С вами были Светлана Макарова, психолог Христина Кипрышева, видеорежиссер Вероника Тарзян, телеведущая Алена Терентьева и общественный деятель, коми-стендапер Наташа Шахова.